Первый объект, который посетил Беслан Джопуа, ореховая плантация предпринимателя Батала Гвициня в селе Атара. Здесь на 3 гектарах земли посажено 1000 саженцев грецкого ореха под названием Чандлер. Это карликовый вид, не растет выше 3,5 метров и дает полноценный урожай уже на 3-й год. Если ухаживать как положено, то с одного дерева можно получить 50 килограммов грецкого ореха. В 2022 году проект я сдал к Министерству сельского хозяйства, и они мне выделили сумму миллион денег. И я на эту сумму, они мне приобрели все материалы, капельные шланги, центральные водопроводные шланги, баки, плюс еще провода для подключения, насосы. Фирма Джамбо 3 штуки, чтобы подача воды, чтобы было. Все, что полагается. Я доволен, очень даже доволен. Ухаживать люблю, фруктов. Так что спасибо большое, то, что они мне сделали, я очень от души рад. В селе Атара министр также посетил тепличное хозяйство предпринимателя Симона Гвициня. Здесь 5 гектаров земли. На 3 гектарах крупными партиями посажены фундук, пекан, фейхоа, виноград и кукуруза. Остальная земля – открытый грунт и 3500 квадратных метров теплицы, занятые овощными культурами. Здесь выращивают огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский острый перец, капусту и даже клубнику. Симон Гвициня уже более 15 лет занимается сельским хозяйством. Благодаря госпрограмме ему пробурлили скважину, ведь в выращивании овощных культур вода играет важную роль. Все, что вы здесь выращиваете, начиная от огурцов, здесь продаете, получается, в Абхазии, да, на рынке. Расскажите, пожалуйста, как вы ухаживаете? Ухаживаю рабочие, я и моя семья. Когда не хватает рук, набираю однодневных рабочих. И когда полегче, уже сами справляемся. Какую помощь оказало государство по программе? По госпрограмме я получил на сумму почти 1 миллион рублей. Мне артезианскую скважину сделали. Около 100 тонн навоза, удобрения мне купили. Плюс еще вокруг теплиц надо было провести канавы, там около 1 километра получается. Тоже оплатили работу экскаватора. В целом... Очень большая помощь, особенно скважины. Скважины вообще цены нету, это самое главное, вода. Если воды нет, ничего не будет. В селе Лашкиндар предприниматель Дмитрий Пиля реализует проект по выращиванию голубики. И можно сказать, что это один из лучших проектов. Кустарник с очень сладкими, с легкой кислинкой ягодами, темно-синего цвета и круглой формы. Работа здесь кипит. Рабочие дружно собирают ягоду и тут же помещают в контейнеры. Это голубика. Ребята, которые занимаются голубикой в селе Лашкиндар, они сами своими средствами начали это производить. Потом уперлись в некоторые моменты, где нужно было оказать помощь в самих саженцах, перевозки, там с водой, со скважиной. Одним словом, там в тех размерах, которые позволяла наша программа, там до миллиона или чуть более, мы оказали им помощь, но там работы сделано намного больше. Это рабочие места, это люди, которые этим занимаются. Это один за другим, создавая рабочие места, мы можем каким-то образом хотя бы безработицу в селе решить. В селе Чло Артур Джопуа реализует проект по выращиванию хурмы. На территории более 1 гектара земли высажено 400 корней 2 сортов бычье сердце и плоская хурма. По госпрограмме Артур получил не только саженцы, а также колышки и материал для ограждения территории. Далее министр посетил виноградное поле предпринимателя Романа Куркуна в селе Тхина. Здесь посажено 2200 корней винограда, белый, цаликаури и черный аджалеши. Ограждение забора, саженцы, а также шпалеры для выращивания винограда были приобретены в рамках президентской программы по развитию сельского хозяйства.
В селе Тхина Димурхора реализует проект по выращиванию малины. Здесь 2 года назад было посажено 2000 саженцев. По госпрограмме была ограждена территория, также приобретено полумеханизированное оборудование для закрытия компотов. В этом году должен был быть хороший урожай, но из-за болезни малины урожая нет. Жители села Гупа Чимчирского района Тенгиз Хвиделидзе и Омар Пиля в рамках проекта реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства получили оборудование по переработке воска и производству овощей. Агрегат «Маргарита» единственный в такой модификации не только в районе, но и в Абхазии. Во-первых, с самого начала хотелось бы поблагодарить Министерство сельского хозяйства во главе с президентом. На самом деле помогли, вот, не ради красивых слов сказано. Вот этот станок в нашем районе необходим был. Не только в нашем районе, а в Абхазии. Потому что в Абхазии всего один станок был такой. Он никак не успевал на всех пчеловодов перерабатывать воск на вощину. Пчеловоды давно занимаются любимым делом. У каждого из них сегодня больше 100 ульев. В хорошие времена было и по 200. И за год пасечники собирали до 4 тонн меда. На сегодняшний день абхазские пасечники принимают заказы на вощину. За год более 90 человек обращались за этой продукцией. Бак – это воскотопка и стерилизатор. Он топит воск до 140 градусов, поднимается, отключается и на стерилизацию идет. Без стерилизации вощина, это, можно сказать, она непригодна. А вот это барабан уже лентообразующий. Отсюда воск сюда идет и лента образуется. Здесь вода холодная, горячая, все. Если все нормально, все работает, за 6-7 часов мы от 180 до 200 килограмм перерабатываем. Беслан Джопа также посетил село Мук, где реализуется проект по выращиванию цитрусовых. Здесь в основном цитрусовые, бахчевые используют, но здесь тоже более 15 гектаров огорожены, сделаны. Мы помогли здесь саженцами, остальное все своими силами они сделали. У них техника, у них свое оборудование. Одним словом, вот там, где нужна помощь была от государства, они получили. Вот они, вот, как вы видите, прекрасные саженцы, в прекрасном состоянии, ухоженные, подкормленные. Вот то, что больше всего радует, когда иногда, вот, заплатив бюджетные средства, мы людям иногда не везде же вот такая ситуация немного или из-за непрофессиональности, или, может быть, из-за отношения к этому, но такие вот угнетенные саженцы, когда мы видим, мы вот начинаем возмущаться. И вот сегодня здесь, в данном месте, очень даже прекрасный саженцы. По итогам инспекционной поездки Беслан Джопа подвел итоги. Мы можем сказать, что этот проект настолько удался, что вот люди в подсобных хозяйствах, не масштабные, там вот 200-300 там гектаров, а именно до гектара, до 2, максимум 5 гектаров или даже того меньше, подсобных хозяйств создали себе с помощью государства небольшие хозяйства, которые будут расширяться в дальнейшем, потому что они ухоженные. Это те культуры, которые имеют спрос на рынке, начиная от восточной хурмы, голубики, вот однолетних культур бахчевых и остальных. Вот то, что мы сегодня смотрели, вот здесь вот цитрусовые насаждения. Одним словом, я думаю, что этот проект нужно будет продолжать. И более того, мы в этом году готовим программу специальную, которая будет утверждаться Кабинетом министров на большую сумму. Мы будем просить руководства страны, это президентская программа, и изначально он был нами предложен, поддержан президентом, и мы после того, как мы сможем провести какой-то отчет и показать все, что происходит по этой линии, и насколько мы смогли помочь людям, и увидев результат, я думаю, что нас поддержит. Если будет возможность у бюджета выделить не 100, а 200 миллионов, я думаю, что наши все проекты удвоятся. То есть президентская программа развития сельского хозяйства Абхазии реализуется во всех районах республики. В этом году заявки на проекты уже рассмотрены. В скором времени приступят к их реализации. Лаура Капш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.